Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. В Душанбе состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер Таджикистана» с участием заместителя премьер-министра страны. В последние годы конкурс проводится экспортным агентством при правительстве Республики Таджикистан при поддержке правительства и в сотрудничестве с международными партнерами по развитию. Республиканский конкурс «Лучший экспортер Таджикистана» проводится уже 4-й год экспортным агентством при правительстве Республики Таджикистан при непосредственной поддержке правительства и в сотрудничестве с партнерами по развитию. На церемонии награждения было подчеркнуто, что проведение конкурса играет важную роль в формировании национальной системы поддержки экспорта, повышении конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, укреплении транспортно-логистической инфраструктуры, продвижении экспортных товаров и компаний, а также в укреплении международного имиджа Таджикистана как надежного партнера. В этом контексте президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое внимание поиску альтернативных транспортно-логистических маршрутов, включая доступ к морским портам, созданию оптовых распределительных центров за рубежом и укреплению возможностей для продвижения экспортно-ориентированной продукции. Сообщается, что экспортным агентством разработаны и утверждены каталоги отечественной промышленной и сельскохозяйственной продукции, перечень экспортеров и список отечественных международных автотранспортно-логистических компаний на таджикском и русском языках, которые направлены в соответствующие министерства, ведомства и экспортерам. В целях повышения международного статуса Таджикистана создан единый экспортный портал, электронная торговая платформа с базой данных отечественной продукции, списками экспортеров, инструментами размещения заказов и возможностью регистрации экспортных контрактов. Его возможности были представлены участникам мероприятия. Кроме того, экспортным агентством разработана концепция создания центров поддержки экспорта и экспортной школы. Их деятельность будет реализована за счет грантового финансирования Всемирного банка, а первые центры начнут работу в конце 2025 года в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области. По итогам обсуждений победителям республиканского конкурса «Лучший экспортер Таджикистана» были вручены дипломы, кубки и другие награды. Отмечалось, что создание новых экспортно-ориентированных предприятий, внедрение современных технологий, расширение рабочих мест, переработка местного сырья и укрепление доходной базы бюджета – важные условия поддержания стабильности экономики. Организаторы выразили благодарность правительству Республики Таджикистан, победителям-участникам и партнерам по развитию за вклад в укрепление национальной экономики. В зале исполнительного органа государственной власти города Душанбе состоялось заседание Координационного совета по предотвращению наркомании. В его работе приняли участие председатели и члены совета, которые представили доклад о ходе реализации национальной стратегии по борьбе с наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы. Наркотическая зависимость – это вызов не одной страны, а глобальная проблема современного мира. Таджикистан, являясь членом ряда авторитетных международных организаций, и подписал множество двусторонних и многосторонних соглашений, направленных на создание здорового общества и расширение международного сотрудничества в этой сфере. В Душанбе состоялось заседание Координационного совета по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. В мероприятии приняли участие председатель, куратор сектора, заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода и другие члены совета, которые представили доклад о ходе реализации национальной стратегии по борьбе с наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы. Участники обсудили меры по снижению уровня наркомании в столице и ее районах. Отмечалось, что незаконный оборот наркотиков остается одной из самых серьезных угроз 21 века, негативно влияет на социально-экономическую и политическую стабильность в отдельных странах и регионах. В ходе заседания были заслушаны доклады заместителей и руководителей столичных районов о выполнении требований национальной стратегии. Членам Совета и районных координационных структур было поручено совместно с гражданским обществом укреплять работу по ее реализации. Была подчеркнута необходимость активизации мер усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
повышения информированности населения об опасностях зависимости и связанных с ней заболеваний, проведение обучающих программ и обеспечение постоянной поддержки лицам, страдающим наркозависимостью. Участники также обсудили дополнительные вопросы, касающиеся профилактики среди несовершеннолетних и молодежи, и дали соответствующие рекомендации по расширению просветительской работы и увеличению числа тематических встреч и конференций. По решению мэрии столицы проводится городской конкурс «Ты сердце Таджикистана» Душанбе. Этапы конкурса стартовали во всех районах столицы. В районе Исмоли-Самани торжественно открылся районный этап городского конкурса «Ты сердце Таджикистана» Душанбе. На церемонии присутствовали представители исполнительного органа государственной власти района, отдела образования, педагоги и участники творческого состязания. Организаторы подчеркивают, конкурс нацелен на выявление новых талантов, ярких ораторов, чтецов, вокалистов и исполнителей, способных продемонстрировать мастерство речи, дикции и сценической культуры. Его миссия – поддержать одаренных подростков и молодежь, создать условия для развития творческого потенциала и повысить престиж художественного слова и музыки. Особое внимание уделяется произведениям, отражающим новый этап развития столицы, ее благоустройство, созидание, динамику роста. Конкурс призван укрепить уважение к национальной истории, культуре и духовным ценностям. Творческие испытания проходят среди учащихся школ, студентов, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, воспитанников творческих центров и музыкальных школ, а также среди любителей и творческих коллективов столицы. Участники демонстрируют свои способности в нескольких номинациях: лучшее стихотворение о Душанбе, лучшее чтение стихов, исполнение песен о столице и групповое вокальное выступление. Конкурс проходит в 3 этапа: школьно-организационный, районный и финальный городской этап, который состоится в первой половине января и соберет победителей всех районов. Почитание заслуг деятелей литературы и науки и образования, а также государственных и общественных деятелей занимает важное место в культурно-гуманитарной политике лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. За годы независимости мы стали свидетелями сотен достойных инициатив в этом направлении. В честь чествования народного хафиза Таджикистана, поэта Сайдали Вализода, в городе Душанбе был проведен торжественный форум. Сайдали Вализода – один из народных поэтов, который и поныне с теплотой вспоминается в сердцах людей. Родные литераторы и любители поэзии всегда с уважением и искренностью говорят об этом скромном и талантливом человеке. В Государственном городском библиотечном учреждении имени Абулкасыма Лохути состоялось памятное литературное мероприятие, посвященное почтению и сохранению его богатого творческого наследия. Творчество Сайдали Вализода является не только частью истории современной таджикской литературы, но и зеркалом жизни, человеческих мыслей, любви и верности народа своей культуре. Его поэзия глубоко проникла в сердца людей, призывая нынешнее поколение к человечности, любви, дружбе и патриотизму. И сегодня родные и почитатели его стихов с гордостью вспоминают жизненный путь поэта, особенности его творчества и то духовное наследие, которое он оставил для нации. Те, кто знакомится с его произведениями, понимают, что Сайдали Вализода был основоположником особой школы поэтического слова, пропагандистом высоких нравственных качеств и выразителем чистых, искренних человеческих чувств. Именно эти ценности сегодня служат причиной того, что его имя произносится с уважением и гордостью. Если обратиться к истории научной и творческой деятельности Сайдали Вализода, станет очевидно, что он по праву считается одной из ярких и значимых фигур таджикской литературы и искусства XX века. Его произведения были изданы в сборниках «Таронахо», «Дарводи Мехнат», «Дудо Дарон», «Шейрохова Достонхо», «Ошики Бахор», «Чашмай Ильхом» и нашли широкую читательскую аудиторию. Культурная часть мероприятия также прошла очень красочно. В рамках программы были исполнены отрывки из стихов Сайдали Вализода. Это культурное выступление подарило участникам теплые эмоции и вновь пробудило любовь и уважение к творчеству поэта.
Ну и последнее о спорте. Худжанский клуб «Сипар» под руководством украинского тренера Сергея Каридзе стал победителем мегафон Кубка Таджикистана 2025 года по футзалу, сообщили Федерация футбола Таджикистана. В финале, состоявшемся 10 декабря в спорткомплексе налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан, Душанбе «Сипар» одержал победу над душанбинской «Соро» компанией со счетом 3-2. В составе худжанцев забитыми голами отличились бразильцы Леонардо Корреа, Леме Виера, Деса Фелипе и Агналдо Эдуарда. Лучшим игроком финального матча был признан бразильский легионер «Сипара» Виера Деса Фелипе. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовили к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.